Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 25 июня 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. Теперь для отношений карту достанем, для работы, для финансов и как итог дня. Подсказываем из цыганской колоды. Итак, у нас старший аркан Отшельник выпадает как карта дня на 25 июня. А это значит, мы будем прежде всего озабочены нашими обязанностями, обязательствами, здоровьем, возможно, распорядком дня, какими-то привычками. Может быть, у нас будут какие-то вопросы, связанные с коллективом, в котором мы работаем, или, может быть, здесь будет какая-то ситуация, когда нам потребуется помощь, может быть, даже профессионалов каких-то, да, это если касается, допустим, каких-то ситуаций, связанных с нашим жильем, то, может быть, здесь нужно будет вызывать сантехника, электрика, может быть, кто-то ремонт делает в доме, может быть, нужна будет кому-то няня или человек, который будет помогать ухаживать, допустим, за больным каким-то человеком. То есть вот какие-то люди, которые вот призваны помогать, да, вот они могут каким-то образом в нашей жизни оказаться по каким-то причинам. Также карта вообще связанная с ремонтом. Здесь может быть и ремонт автомобиля. Шестерка трефовая. Да, может быть какая-то ситуация такая неожиданная и критическая, да, когда вот срочно потребуется ремонт, потому что либо поломка какая-то будет, либо, может быть, кстати, даже и ожидаемое какое-то событие, может быть, запланированный даже ремонт, да, но все-таки вот такое ощущение, что вы все время его откладывали, и вот теперь приходится этим всем заниматься. Кроме того, вот по отшельнику еще может быть какие-то услуги будут требоваться от нас тоже. Не только мы будем услуги какие-то заказывать, да, но и сами должны будем оказывать какие-то услуги, помощь кому-то. Может быть, действительно по здоровью кому-то. Также эта карта связана с правильным питанием, с голоданием, с диетой. Может быть, для кого-то это будет важно. С режимом каким-то. Может быть, здесь будет поход к врачу и назначение какого-то лечения, которое обязательно нужно выполнять. Так, что еще здесь может быть важное? Кто-то медикаменты, допустим, покупает. Если ваша работа связана с закупкой медикаментов, то у вас здесь вот могут быть какие-то очень важные сделки, очень удачный день. Также, если вы работаете на государственной службе, тоже для вас очень удачный день, когда вот вы можете как раз вот свое служение, свой долг выполнять, да, и быть очень довольны собой, и вами тут тоже будут довольны. Может быть, просто какая-то уборка дома, уборка по хозяйству. Так, что еще может быть здесь важно? Может быть, вы будете заниматься как-то обустройством своего рабочего места, либо на работе, либо дома, либо организовывать как-то будете процесс труда. Может быть, со средствами связи будет какая-то непредвиденная ситуация, может быть, их придется тоже ремонтировать, либо, может быть, покупка здесь средств связи. Также карта ответственности, когда вот, может быть, нужно решать, брать на себя ответственность за что-то или за кого-то, или нет. Профессионализм, придется, может быть, доказывать свой профессионализм или искать профессионала в какой-то области очень важной для вас. Особенно помогающих профессий, особенно тех, кто занимается ремонтами, какими-то переделками. Кто-то, может быть, инструменты будет покупать, какие-то очень нужные для себя. Вот эта карта очень часто связана с металлом. Может быть, ну, те, кто, допустим, занимается каким-то образом, имеет отношение к металлу, может быть, какие-то закупки, да, или еще что-то здесь важное. Либо вот машина у нас тоже считается как металл, да, может быть, покупка, продажа, ремонт. Также карта хорошая для того, чтобы подбирать гардероб, именно сезонный, по погоде.
Карта хорошая для того, чтобы покупать животных. Если, допустим, у вас была такая мечта, вот замечательный день для этого. Либо, может быть, там на прививку своего питомца вести в клинику, да, или еще какие-то такие вот важные дела. А если вам нужно исцелить себя, вот, и вы знаете, что вам может помочь какой-то народный целитель, тоже хорошее время, чтобы обратиться. В общем, карта такая очень хорошая для всего, что нужно переделать, да, отремонтировать, либо когда нужно взять на себя ответственность или оказать помощь. Очень удачный для этого день. Что будет помогать? Выпадает карта старшего аркана «Мир». Нужно, для того, чтобы вот этот день прошел хорошо, нужно иметь соответствующее мировоззрение, да, то есть нужно постоянно стараться расширять свои возможности, улучшать свои возможности. Нужно все время хотеть стать лучше, чем вот мы есть сегодня, да, вот завтра, чтобы мы были лучше, чем сегодня. И сравнивать себя только с собой, ни с кем другим. Вот именно отшельник говорит о том, что нам нужно ориентироваться только на себя. Очень часто мы сравниваем себя с другими людьми, а это неправильно, карты говорят. По миру еще очень важно подумать о том, как вы можете расширить свое влияние в профессии, улучшить свой профессионализм, может быть, дополнительные какие-то получить знания в этой области. Может быть, вам уже из простого профессионала давно пора стать каким-то руководителем или свое дело, может быть, начать, или, может быть, расширять свое дело, свой профессионализм, выходить на там, мировой уровень, да, сейчас через интернет это очень легко сделать. Либо вот очень хорошее сочетание для исцеления от болезни, то есть болезнь какая-то может быть очень длительная, затянувшаяся, да, или может критическая какая-то ситуация, и вот здесь вот появится человек, врач, ситуация, которая поможет вам это решить. Два старших аркана – это очень важный день, и вы действительно можете здесь решить то, что вот назрело, да, очень так сильно, может быть, задержалось, да, вот не решалось долгое время. Что еще можно сказать по миру? Это всегда счастливое окончание или выход из любой ситуации, да, вот и тем более в сочетании с отшельником это тоже все замечательно будет проходить, и возможно это сделать. А теперь что будет мешать? Будет мешать восьмерка кубков. Восьмерка кубков – это, знаете, такое желание бросить все и уйти, да, вот вы, допустим, нарабатывали здесь связи, опыт, у вас есть какие-то близкие, знакомые, у вас есть любимое дело, в общем, та жизнь, к которой вы привыкли, вы вдруг решаете бросить все, да, и начать что-то новое. Вот карта говорит, что не нужно этого делать. Да, вы можете здесь решить какой-то вопрос, но зачем отказываться от всего целиком, да, то есть немножечко не время сейчас вот бросать все и начинать что-то заново. Восьмерка кубков у нас астрологически связана с Сатурном в рыбах, то есть рыбы это какие-то внутренние такие ограничения, вот больше связанные с какими-то подсознательными процессами. То есть нас вот прям изнутри толкает что-то, вот бросить все и изменить свою жизнь, да, какое-то неудовлетворение. Но здесь может быть и не нужно пока что это делать по Сатурну, да, может быть нужно еще подождать, подумать хорошенько, куда мы идем. То есть здесь как будто мы в никуда, да, то есть лишь бы нам стало легче. А желательно сначала решить, вот прояснить ситуацию, видите, Луна такая, да, и потом только уже делать решительные какие-то шаги. То есть вот лучше, смотрите, здесь отшельник, он говорит о том, что нужно ремонтировать. Ремонтировать отношения, ремонтировать здоровье, ремонтировать вещи, пространство и так далее. А мы хотим все бросить и уйти. Зачем ремонтировать? Мы сейчас что-то новенькое себе найдем, да, но так не получится. Тогда это будет лишь только отрицательно на нас сказываться. Отношения, пятерка пентаклей. Ну, здесь у вас, скорее всего, вот этот каждодневный быт, обыденность, сложные ситуации с деньгами, кризис, может быть, они уже начали серьезно влиять на ваши отношения, и вам нужна перезагрузка. Пятерка пентаклей – это карта кризиса всегда. Но кризис, он может быть, решается
как бы в две стороны, да, то есть он может решиться к улучшению вашей жизни, а может и к ухудшению. Тут все зависит от вас. Тем более, что пятерка пентаклей – это у нас карта как раз вот выбора. На какой уровень энергетики мы настроимся, такая у нас будет жизнь. Да? То есть здесь вот сознательный такой должен быть подход. Прям брать и перенастраивать свои мысли, перенастраивать свои планы, не разрешать себе там раскисать, не разрешать думать о кризисе, нужно думать о счастливом будущем, о том, как вы заработаете, не как вы потеряете, да, и думать о том, как какая у вас есть возможность построить счастливые отношения, а не как вам, допустим, высказать все плохое, что вы хотите своему партнеру, да, то есть вот именно на позитив нужно себя перестраивать сознательно. И здесь по-другому не получится решить вопросы с отношениями. А для тех, кто в поиске партнера, карта говорит о том, что для вас как раз может закончиться вот этот период, когда вам встречаются не те партнеры, не те люди. Либо вы можете пойти, опять же, по старому пути, да, и вот если, допустим, вы знаете прекрасно, что влюбляетесь в людей, которые там с низкими вибрациями, людей, у которых постоянные проблемы, да, вот, может быть, как раз вам именно сегодня нужно начать выбирать других людей для себя, хотя бы принять такое решение, выбирать людей уже самодостаточных, которые умеют решать свои проблемы, которые умеют влиять на свою жизнь, на свою судьбу, которые не критикуют, не ноют, не жалуются, а просто решают свои проблемы сами. Вот тогда у вас здесь может быть поворот в лучшую сторону. Кроме того, вы можете встретить здесь человека, который либо недавно переехал, либо он, в общем, какие-то у него изменения в жизни произошли, да, и вот вы можете такого человека повстречать, который вот только-только повернул на какую-то новую жизненную дорогу. Для тех, у кого уже есть пара, здесь выпадает дополнительно туз пиковый и семерка бубновая, а это значит, что у вас будет, скорее всего, много споров, разговоров, которые вот на эмоциях. Вот как раз вот то, про что я говорила, да, переключайтесь на положительные вибрации. А вот о чем вы будете говорить, такая у вас и будет жизнь. Будете говорить о плохом, оно будет увеличиваться и тянуть вас опять в кризис, прошлое, да, в негатив. Будете говорить о хорошем, конструктивно обсуждать все вопросы, будете стараться в общем, эмоции подчинить разуму, все, тогда у вас диалог может быть нормальным, и вы можете действительно свои отношения вывести на новый уровень. Что, кстати, скажется и на вашем материальном положении. А для тех, кто в ссоре, десятка червовая, вы помиритесь обязательно, но для этого нужно осознать, что, вот я говорила в самом начале, да, о чем вы думаете, о хорошем или о плохом, когда вы с этим человеком. Если вы на конструктив настроены, то тогда вы помиритесь, и это будет действительно счастливая связь у вас. Так, теперь посмотрим работу. Двойка мечей для работы выпадает. А это значит, какой-то момент выбора будет. Либо будете выбирать между двумя работами, да, допустим, есть предложение какое-то, либо между должностями будете выбирать. В общем, может быть внутренний какой-то конфликт, когда вы не знаете, оставаться на этой работе или нет. Двойка мечей, она всегда у нас такая неустойчивая карта, да, и из-за этого мы теряем энергию. А так как у нас впереди всех наших событий всегда идет мысль, да, вот, а здесь у нас двойка мечей, это как раз карта мыслей наших. Нужно как раз контролировать свои мысли для того, чтобы у вас и как бы другие все важные события в жизни происходили правильно и хорошо. То есть мысль здесь вот тоже, как по пятерке пентаклей, нужно настраиваться на конструктив. Точно так же по двойке мечей настраиваться на конструктив раз, и плюс еще не позволять себе сомневаться два. Вот если, допустим, у вас два равнозначных варианта, просто выберите один и все, и второй пока отодвиньте в сторону. Если будете распыляться, если будете думать сразу в две стороны, то ничего не достигнете и потеряете и возможность, и энергию. Вообще двойка мечей у нас карта неплохая, просто
часто мы ее толкуем негативно из-за того, что вот есть у нас как раз такое раздвоение, да, не знаем вообще, что предпринять в какой-то ситуации. Ну, в общем, двойка мечей – это у нас Луна в Близнецах. Больше всего здесь какие могут быть сложности? Во-первых, с документами, да, либо документ какой-то не готов, либо какие-то проволочки, либо сразу много документов нужно оформить, либо нет какой-то подписи, нет возможности что-то оформить, какие-то задержки, там, допустим, одного человека на месте нет и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, вы можете просто никак... В общем, не иметь возможности договориться с нужными людьми, либо в коллективе у вас какие-то стычки, либо с начальством, ну, больше здесь вот как-то равные между собой, да, спорят, либо вы можете как-то трудно договариваться с клиентами, может быть, какая-то сделка коммерческая не идет, продаж каких-то нет или в достаточном количестве нет, и вот негативные, да, вот эти аспекты, они, конечно, могут быть очень такие, ну, трудно перевариваемые, да, но в то же время мы можем здесь и поймать такой момент, да, вот мы будем такой подъем чувствовать энергетический в течение дня и спад. То есть вот нужно найти, почувствовать в себе, когда вот у нас наше настроение как бы выйдет на такую положительную волну, и вот именно вот в этом настроении решать все проблемы. Как только чувствуете упадок сил, ну, старайтесь чем-то другим себя занять, переключить себя. И вот из вот этого состояния не делать важных дел. Давайте посмотрим для тех, кто в поиске работы. Семерка пиковая карта говорит о том, что, возможно, у вас будет отклик на ваше резюме, допустим, сразу с 2 мест, и вы не будете знать, допустим, что выбрать. А еще может быть такое, что, допустим, на одно и то же время назначат вам 2 собеседования, и как вот вам выбрать, да, очень сложно. Но карта говорит о том, чтобы вы все-таки не зацикливались, выбрали что-то одно. Может быть, то, что ближе к дому, или еще как-то вам больше подходит, больше по опыту подходит. И еще обязательно тогда сделайте запрос еще на какую-то работу, да, чтобы как бы третий у вас вариант появился, чтобы вы не циклились здесь. Для тех, у кого уже есть работа, король червовый. Карта говорит о том, что у вас будет состояние такое, ну, как бы нежелание работать. Может быть, вы слишком устали, может быть, у вас какая-то неразбериха есть вот именно на месте работы, может быть, сложные времена в работе, какие-то потери, может быть, какое-то разочарование вот именно от вашего производственного процесса, или в команде вы никак не можете наладить такое устойчивое какое-то положение, или, может быть, просто усталость и раздражение накопились, да, вот карта говорит о том, что нужно стараться, то есть для вас самое важное должно быть держать такое внутреннее равновесие, спокойствие, да, и тогда этот день нормально можно прожить, то есть не реагировать бурно, не выходить из себя, скажем так, вот этот центр внутри себя держать. Теперь для тех, у кого свое дело, 8 бубновая, карта говорит о том, что вы обязательно примете вот какое-то решение в трудной ситуации для вас. Либо выберете какой-то важный проект для вас, или выберете как бы нужного партнера. В общем, сделайте какой-то важный выбор. Очень сложно, даже если до этого было, какая-то ситуация вам это подскажет. Да? То есть, может быть, даже какое-то одно событие, оно как-то само отменится. Либо, допустим, человек себя проявит как-то с хорошей или с плохой стороны, и для вас станет очевидным выбор. Но вообще вы эту ситуацию сегодня завершите. Так, теперь денежки. Король кубков у нас в деньги выпадает, а это значит, мы будем тратить, скорее всего, здесь деньги больше, чем зарабатывать. Мы можем здесь тратить на развлечения, на отдых, на еду вкусную, на питье. Мы можем тратить здесь деньги на искусство, может быть, допустим, поход куда-то в театр, либо, может быть, будем покупать какие-то билеты на отдых там, на море или еще куда-то, да. В общем, здесь у нас как-то больше трат. Но может быть и доход от деятельности на дому удаленной, может быть доход от тех, кто вот один в бизнесе работает, да, то есть нет какой-то команды, помощников, те, кто работают через интернет, либо те, кто работают
в иностранных компаниях. Вот у вас может быть доход какой-то. Для тех, кто работает на зарплате, да, вот карта говорит о том, что вы можете как-то очень быстро потратить большую сумму, да, ну, если она запланирована, то хорошо, если нет, то тогда лучше написать список. Для тех, у кого, кто зарабатывает деньги на своем деле, вот здесь какая-то удача в деньгах, либо человек приходит правильный, нужный, либо доход получаете, сделку совершаете, вот как-то очень удачно здесь все складывается с деньгами, какие-то новые возможности могут открываться. Теперь по итогу дня королева кубков, такое внутреннее удовлетворение. Причем, знаете, здесь вы вроде бы делали внешнюю работу, да, а в конце дня чувствуете внутреннее удовлетворение. Очень хорошая карта для того, чтобы решить какие-то вопросы, связанные со страхами, да, с какими-то сложными ситуациями, когда вот мы не можем на что-то решиться. То есть все равно вот этот день, он такой, может быть, в течение дня сложный, да, но в конце дня все равно такое умиротворение может быть. Также карта говорит о том, что, может быть, вы здесь будете отдавать долги в течение дня, и вот тоже почувствуете какую-то легкость от того, что вот рассчитались с чем-то, да, или с кем-то. Может быть, у вас будет какая-то беседа в конце дня с людьми, которым вы сможете раскрыть душу свою. Может быть, поддержка какая-то вот в психологическом плане. Может быть, что-то связанное с эзотерикой. Если вы сами этим занимаетесь, да, какая-то удачная будет у вас ситуация. Или, может быть, вы будете делать запрос, как раз, может быть, обращаться к астрологу, к тарологу, да, и вот ситуация какая-то для вас станет ясной. А также здесь, может быть, какие-то вопросы с деньгами, чужими деньгами. Здесь найдут разрешение, да, то есть в конце дня вот у вас будет такое ощущение, что вы сделали все, что могли. Друзья, желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.